Землю вывозили по ночам в закрытых грузовиках. Значит, что там было в грузовиках? Ну, люди видели, что выходит закрытый грузовик. Что там в кузове? Конечно, никто не интересовался, потому что здание облисполкома, понятно, условия войны. Всегда с первыми эшелонами областной власти всегда были связаны какие-то тайны. Это люди понимали и не стремились в эти тайны вникать, потому что это было чревато. Есть легенды, что строили силами заключенных, но это не подтверждают ни очевидцы, ни документы. Это были вольнонаемные метростроители из Москвы. Весь отряд, который, значит, несколько сотен человек, которые строили, они потом были расформированы по разным городам. Все они дали, конечно, подписку о неразглашении этой тайны. Вот. И за этим, конечно, тщательно следили, чтобы они действительно не разглашали. Но я вам говорю, по НКВД, КГБ, ФСБ, по их данным, информация не ушла. То есть до 90-го года, когда объект номер 1 или бункер Сталина был официально рассекречен, до этого большинство населения области не знало. Хотя, конечно, легенды ходили об этом.